Крокус-Сити. Трагедия, которую мы не ждали, но она случилась, к большому сожалению и к всеобщему горю. Но меня не оставляют вопросы «как?». Смотришь на этих так называемых террористов и думаешь, как эти глупые, странные существа, непонятные персонажи все это смогли провернуть. Допустим, что это были эти четверо шакалов, то значит у них были и профессиональные кураторы, которые провели их. Потому что слишком четко и слаженно они действовали, судя по тем видео, которые я увидел. Второй вопрос. Их связывают с ИГИЛ, хотя никаких поясов шахида их не было. И умирать из них никто не собирался, это точно. Раз они быстро убрались восвояси. И тем более их ждал куш в целых 500 тысяч рублей. Просто в уме не приложу. За 500 тысяч рублей устроить такую резню, забрать жизни невинных и мирных людей, детей. Ладно, расследование и выяснение подобных вопросов оставим нашим спецслужбам. Но одно точно я понимаю. Те, кто все это затеял и провернул, добились своей цели. Это вызвать дестабилизацию в нашей стране, ударив по самой больной точке, по межнациональным и межрелигиозным отношениям. Хотя вот здесь надо остановиться и сделать правильные выводы. Весь таджикский народ не должен отвечать за деяния нескольких ублюдков. Мы сами не всегда можем усмирить собственных детей и их на место поставить. А тут взрослые и безмозглые люди, как их в узде удержишь? Тем более 1000 таджиков в России сутками честно и качественно трудятся, не нарушая наши законы, приносят пользу экономике нашей страны. Есть среди них врачи, учителя, техники и даже герои России тоже есть. Также спортсмены, достойные ребята, мои друзья, которые трудятся и проливают пот со мной в одном зале. Все мы помним угнавшего вертолет Ми-8 на Украину, предателя Максима Кузьминова. Но по Максиму уже мы не судим всех русских. А вторым пилотом на этом Ми-8, вы знаете, кто был? Который оказал сопротивление и был расстрелян. Это был Хушбат Турсунов, по национальности таджик, гражданин России, российский офицер. Почему о нем никто нигде не говорит? Невыгодно, наверное. Поэтому не стоит всех таджиков судить по этим 4 нелюдям. Также в Крокус-Сити отличился и проявил жертвенность и отвагу 15-летний Ислам Халилов. С друзьями помог и спас более 100 человек. Почему о нем никто не упомянул? Хотя где-то сейчас что-то какая-то информация просачивается, где-то награждают. Трагедия случилась, но не стоит ее усугублять. Нет плохой нации. Есть плохие люди в каждой национальности, у некоторых из них нет ни веры, ни чести, ни достоинства, ни души. Нужно оставлять двойные стандарты и жить по совести. Все мы грешны, но время для того, чтобы заменить их благими делами, еще есть. Я искренне соболезную всем родным и близким погибших в этой ужасной трагедии. Да поможет Всевышний тем, кому сейчас нелегко, чье сердце переполнено печалью, чьи глаза наполнены слезами, и тем, чьи силы уже на исходе. Аминь.